Здравствуйте, дорогие ученики! Сегодня мы начинаем новый раздел «Культура одежды». Тема урока «Для чего служит одежда?». А грамматическая тема у нас часть речи глагол. Сначала посмотрите на эти картинки. Что делает бабушка? Бабушка вяжет. Что делает мама? Мама шьет. А Вася что делает? Вася играет. Вяжет, шьет, играет. Это глаголы. Сегодня постараемся понять, что такое глаголы. Внимание, ребята! Глагол – это часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы, что делать, что сделать. Глаголы изменяются по временам, может прошедшего, настоящего и будущего времени. Ребята, теперь внимательно смотрите. В настоящем и будущем времени изменяется по лицам и числам, а в прошедшем времени по числам и в единственном числе по родам. Лица у прошедшем времени нету. Например, читает настоящее время единственное число третье лицо. Читал прошедшее время единственное число мужской род. Прочитаю будущее время единственное число первое лицо. Теперь, ученики, упражнение 397. Прочитайте текст, о чем вы узнали, что обозначают выделенные слова. А сейчас упражнение 399. Пишите в тетрадь, вставляя вместо знака подходящие по смыслу глаголы, обозначающие движение. Например, поезд что делает? Поезд прибывает. Автобус что делает? Автобус едет. Теплоход что делает? Теплоход стоит. Второе. Ребенок что сделал? Ребенок убежал. Рыба что сделала? Рыба уплыла. И так далее. Ну что ж, давайте подведем итоги урока. Укажите верные или неверные ответы. Первое. Глагол – это самостоятельная часть речи. Да, это верный ответ. Второе. Глагол отвечает на вопросы, что делать и что сделать. Правильно, это верный ответ. Третье. Глагол обозначает действие предмета. Это тоже верный ответ. Четвертое. Глагол обозначает предмет. Ребята, это так? Нет, это неверно. Глагол обозначает действие предмета. И последний, пятый. Бег, прыжок, игра – это глаголы. Разве это так, ребята? Нет, этот ответ неверный. И в заключение составьте синхронизм к слову «одежда». На этом наш урок окончен. Надеюсь, что вам все было понятно. До свидания.